За каждым успешным мужчиной, как известно, стоит мудрая женщина. А вот за каждым успешным инстаблогером стоит куча неудачных фотографий. Но не только красивыми снимками интересен Инстаграм и другие соцсети. Мы пристально следим за тем, что там происходит, и делимся с вами самым интересным. Всем привет! Таджикский режиссер Аниса Сабери стала выдающимся сценаристом лондонской киношколы. Далер Назаров признался, что в детстве не жаловал школьные уроки и был не против участия в драках. Хазбулла против Абдурозика. Бой состоится. Заплати налоги, если ты блогер. Таджикских инфлюенсеров заставят платить налоги с доходов в соцсетях. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске. Если ваш ребенок не тянется ни к одной науке и откровенно скучает на уроках, может, он не лентяй, может, он хочет просто сотворить свой собственный мир, а существующий ему не интересен, именно так видит свое детство легендарный певец Далер Назаров. Об этом и не только мэтр таджикской эстрады откровенно рассказал в недавнем интервью. О его музыке и творчестве знают многие. Но знали ли вы, что он был драчуном, что ему был безразличен выбор профессии и почему для него главная любовь – родительская? Я человек как бы своего мира, который должен был сотворить свой собственный мир. Вот вы понимаете, если человек должен сотворить собственный мир, и у него уже есть какие-то идеи и планы по поводу того, как это делать, то все остальное, что его принуждают, заставляют делать, он делает только из-за любви к родителям. Я был лидером, и все, короче. В драках участвуешь? Да, конечно, обязательно в драках. Но больше не драки, а больше как бы вот эта вот ситуация сама, знаете. Потому что драться по-настоящему никто не хочет. Недавно в онлайн-формате прошло награждение лучших учеников лондонской киношколы. Награду получила и наша Аниса Сабери. Победу одержал ее полнометражный сценарий «Tightrope», то есть «Канат». Кстати, им сразу же заинтересовались за рубежом, так что мы ждем первый таджико-британский фильм. Контракт на производство уже подписан с известным продюсером Люком Шиллером, который сотрудничал с Тильдой Суинтон и Тосином Коулом. Увы, не обнаружила в сети видео награждения, зато обнаружила в себе новый талант, способность к магии. Нет видео, зато есть сама Аниса. Простите, я только учусь. Привет. Несколько дней назад я окончила магистерскую программу в Лондонской школе кино. И мой сценарий «Канат» получил приз как лучший сценарий курса. Мне было очень приятно, и еще более приятно, что это возможность для меня снять мой фильм через несколько лет в Таджикистане, и я очень надеюсь, что скоро вы его увидите. Спасибо, Айта Плюс. Два особенных блогера, Абдурозик из Таджикистана и Хазбулла из России, сойдутся в принципиальном поединке в рамках так называемого поп-ММА. Это новое явление, которое стало набирать обороты пару лет назад. Если по-простому, это бои между непрофессиональными бойцами. Правила приближены к реальным, но, возможно, некоторые изменения и послабления. Например, в конце прошлого года провели бой между блогером весом в 240 кг и 62-килограммовой девушкой. Зрелище, конечно, то еще, хотя на это и расчет. Но на что рассчитывают Хазбек и Абдурозик? Конечно же, на просмотры, лайки и охват. Они же блогеры. Они даже создали отдельную страницу в Инстаграме. Которые желают им удачи.
А вот кто пожелает удачи таджикским блогерам? Наверное, только их коллеги по цеху. Среди остальных сочувствующих мало. Но в чем, собственно, горе? Таджикских блогеров, или как их иначе модно называть, инфлюенсеров, пригласили в налоговую службу и уведомили, что они должны платить налоги со своих доходов в социальных сетях и Ютьюбе. Усманджон Мирзамуродов, автор страницы Таджикон Шоу, в Инстаграм опубликовал видеообращение налоговому комитету. کمیته اندازده بهده جون نکنین او که دعوتنامه ما در روی نکدین ما یگان جا پیش شما نمیرم و شما حقی مرا نلاک بستن هم ندارین. Вот так вот, те, кто вчера гордо называл себя блогером, скоро захотят уйти в тень. Но если по некоторым скучать и грустить особо никто не будет, то в случае с ребятами, которые создают на самом деле интересный или веселый контент, это, конечно, огорчает. Прости, брат, опознался. Думал, ты Ахмед. Я, конечно, не Ахмед, но снежки поиграем. Так популярные блогеры Занджабиль Бро говорят, что не имеют особого дохода, и если будут платить еще и налоги, то для деятельности не останется средств. Мы, наверное, закроемся, предположили молодые люди, добавив, что, по их мнению, пока рано вводить такой налог в нашей стране, так как многие блогеры зарабатывают только на расходы или на кусок хлеба. Таджикский боец Муин Гафуров одержал очередную победу, на этот раз над представителем Коста-Рики Уолтером Заморой в Арабских Эмиратах. Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку в Инстаграм-аккаунте. Бой длился около 20 минут. Во время поединка таджикский атлет несколько раз повалил соперника на лопатки. После окончания боя судьи победу присудили Муину Гафурову. Теперь в активе спортсмена 17 успешных боев, за ходом которых, к слову, внимательно следят представители UFC, куда стремится попасть Муин Таджик. Если UFC решится и найдет ему соперника, то Муин будет первым таджикским бойцом, который выступит под эгидой этой организации. А вот первым и, возможно, единственным лицом бренда Джабу стал известный продюсер Бихрус Зиваров. У кого какие достижения? В сентябре прошлого года Джабу Байнавруз Усманов ограниченным тиражом выпустил новый мужской аромат «Дома». Сам Навруз Усманов рассказал о том, что никогда не задумывался о том, чтобы создать свой аромат. У него всегда было обостренное обоняние, и он всегда тщательно выбирал, чем хочет пахнуть. С годами любовь к ароматам только росла. И вот сейчас в его линейке 3 аромата – мужской «Дома», женский «Ароматиз» и унисекс «Адора». Зулайхо выпустила совместный клип с популярной узбекской певицей Озодой. Песня называется «Лейли», и она, естественно, о любви. Хотя визуальный ряд демонстрирует нам минимум лирики и максимум танцев. Песня исполнена на персидском, слова принадлежат иранскому поэту. Композитором выступила сама Озода. Друзья, пусть в вашей жизни будет больше музыки, хорошей музыки и больше хороших друзей, желательно не виртуальных. Проведите эти выходные с друзьями, не погружаясь в интернет с головой. Мы сделаем это за вас. И на следующей неделе вновь поделимся тем, что происходит в сети. Пока!